Те, которые говорят на кыргызском, это мамбеты, это мырки. Советский период является самым депрессивным периодом в истории. По Манасу можно снимать такое классное аниме, да? Казахтар кыргыздан тараган эмес. Я это вот со всей уверенностью вам заявляю. Ваше государство вам Ленин подарил. Мы очень травмированный народ. Пришел вас тут просветить, и вы меня, пожалуйста, тихо послушайте. В конце похлопайте и уходите. Я всех вас очень рад видеть, ребят. Очень рад, что вообще вот эта вот тема у людей отвлекается. И в целом то, что люди хотят это обсуждать, говорить об этом, потому что, к сожалению, я вообще в школах работал до этого, и немножко на это фокус никто не делает, на именно понимание истории вне каких-то советских рамок и вне вот этого вот академизма, знаете, вот этого тяжелого академизма, когда ученику пытаются привить историю из-под палки. Мне это очень не нравится, я это не люблю. Поэтому я решил именно подобную лекцию провести. Я ее в первый раз проводил в Улуло, и вот спустя несколько месяцев я ее провожу здесь, в Кулику. Меня зовут Искендер Батырбек Улу. Я историк по образованию. Я учился в АУЦА, 4 года изучал политику. После я поступил на магистратуру в Питер. В Питере я окончил исторический факультет, магистратуру по направлению история национализма. И именно там произошло мое, наверное, прозрение о том, что вообще такое история. Потому что то, как представляют историю у нас в Кыргызстане, она немножко такая замыленная, непонятная, пыльная, тяжелая и очень сильно академическая. Вот. Вообще, во время этой лекции перебивать меня можно, абсолютно. Я не хочу стоять вот этой вот позиции, я ненавижу вот эту позицию. Я такой вот умный, пришел вас тут просветить, и вы меня, пожалуйста, тихо послушайте, в конце похлопайте и уходите. Да? Мне это вообще не интересно. Это нормально, абсолютно нормально, и наоборот приветствуется, если вы не согласны со мной. История — это не такой предмет, где есть неправильные или правильные ответы. Все зависит от вашего восприятия, от вашей интерпретации. Перебивать меня можно, оспаривать можно, выражать свое мнение можно, нужно даже. Не надо, пожалуйста, я очень не люблю, когда аудитория такая послушала, спасибо, и ушли, да? Это немножко ты понимаешь, что аудитория, возможно, немножко может быть, не поняла чего-то, поэтому. Содержание лекции, в первую очередь мы поговорим о том, что такое вообще гонки за древностью в 90-х. Второе, центральные фигуры этой гонки и причины выбора. Мы с вами вообще поговорим о Центральной Азии, о нас, Кыргызстане, и о странах, с которыми мы соседствуем, с которыми мы были в одной лодке и при царском режиме, и при Советском Союзе. Потому что без понимания своего соседа нет понимания самого себя, я так считаю. В-третьих, мы поговорим с вами о том, что такое folk-history, национальная гордость и вообще чем вообще чревато вот это вот folk-history в массовом сознании. И четвертым, тогда это было актуально, когда вот этот вот весь сыр-бор с Кенесары начался, мне, честно, не очень доставляет удовольствия вот эти вот интернет-войны кыргызско-казахские. Поэтому нужно будет это тоже с вами обсудить, поговорить и расставить все точки над «ё». И пятое, мы с вами поговорим о том, что же такое гражданский именно национализм. У нас все боятся вот этого слова национализм. Эта боязнь, к сожалению, она идет еще с Советского Союза, когда была даже такая, да, статья, связанная с национализмом, да, с местничества. Вот. И о фигурах отцов-основателей. Кто такие вообще отцы-основатели, и вообще нужны ли они нам, и кто вообще они, с чем их есть. Да? Вот. Мы с вами об этом поговорим. На самом деле эта лекция, если вот коротко, о чем эта лекция? Кто мы вообще есть, где мы вообще есть и кто мы вообще есть, как вообще мы воспринимаем себя. Потому что, с одной стороны, у нас вот эти вот ребята, которые там ратуют о том, что нам там 10 тысяч лет, мы еще там чуть ли не тысячелетиями мы существуем, и вот мы не изменяясь вообще, не эволюционируем, и вот все, мы вот такие вот тысячелетние, великие и так далее. С одной стороны. С другой стороны, есть другое вот
Откос — это то, что когда человек начинает отрицать свою идентичность, отрицать свое вообще культурное наследие, к сожалению, это происходит. Это вообще происходит под вот этим вот моральным таким постколониальное давление, да, это называется, вот, к сожалению. Поэтому мы сейчас с вами попытаемся вот эти вот две крайности немножко привести в середину, немножечко так, и поговорить об этом. Окей, поехали. Что такое вообще гонки за древностью, да? Гонки за древностью, на самом деле, часть нейшн-брендинга. Когда я поступил в Питер и начал изучать вот эту вот историю национализма, на самом деле это большой, наверное, перелом у каждого человека в голове, особенно из наших вот этих вот центральноазиатских стран. Со мной учились там казахи, узбеки, знаете, вот эти вот ребята, которые так, нам 1000 лет, и мы вообще всегда были и всегда будем, и потом им профессор там по истории там такой, нет, типа, нации всегда создаются, нации всегда конструируются, нации всегда брендируются. У каждой нации есть свой бренд, у каждой нации есть свой конструкт, у каждой нации есть свое содержание, которое когда-то было внесено в нее. Вот, и давайте мы с вами поговорим вот открыто, да. Кыргызская вообще идентичность, какой мы себя сейчас знаем, она, по сути, была создана совсем недавно. То, как мы себя знаем, вот это вот наши костюмы, вот это вот караджорго, манасчи, манас, вот все, что у вас в голове, вот представьте, вот все, да, расскажи мне, что такое кыргызскость, да, вот то, что у вас в голове всплывает, оно было создано совсем недавно. А может казаться, что это вот веками и тысячелетиями это существовало. На самом деле нет, это не так. В 1920-х годах происходило национальное размежевание, национальное строительство и очерчивание границ вообще всех вот этих вот наших станов, которые мы знаем, да, Узбекистан. Не думайте, что Узбекистан, вот он вот такой вот появился, и вот он тысячелетиями вот таким вот и был. Кыргызстан вот в форме там головы дракона вот был 1000 лет, и так. Нет, это не так, да. Наши традиции, наша пищевая культура, в целом наш фольклор и так далее, это все было вот четко классифицировано и сказано, что кыргыздар ушундай болуш керек, и вот за эти рамки, пожалуйста, не выходите. Вы вот такие. Узбекам то же самое было сказано. Вот. То же самое, как на географической карте им очерчивали, вы вот такие, и за эти рамки, пожалуйста, не выходите. То же самое происходило в головах у людей, в искусстве, в культуре, в нациестроительстве и так далее. Даже слово такое, знаете, безбожное, нациестроительство. Мы строим нацию, да, то есть это такое, всю святость нашей нации теряется. Но, к сожалению, как бы, или к счастью, это то, что на самом деле есть. И nation branding, брендинг каждой нации, он происходит. Даже сейчас. То, что делается нынешним там, действующим президентом, да, и так далее. Пожалуйста, проходите. То, что делается там, нынешним президентом, каждой властью и так далее, чтобы как-то себя забрендировать и так далее, это все идет вот потихоньку. В 1920-х годах это произошло, но когда Советский Союз развалился, мы уже себя не брендировали, у нас произошел ребрендинг. Мы такие, все, мы теперь не советские кыргызы, мы теперь вот такие все современные, мы входим в мировое сообщество и так далее. Вот то, что тогда произошло, и это касается не только, это абсолютно нормально, это процесс выживания страны на самом деле. Потому что без бренда страна существовать не может. По крайней мере, не может существовать успешно. Без бренда, без самопроецирования. Да, вот мы такие, поэтому любите нас. Да, вот это на самом деле так и есть. Каждая нация хочет, чтобы ее любили. Вот. В первую очередь мы с вами поговорим о том, что такое вообще колониализм и колониальное мышление. Но вот каждая, по сути, нация оправдывала свое существование, когда вот развалилось все в 1991 году, и все получили свою независимость. Каждая нация оправдывала свое существование. И оправдывала в первую очередь чем? Мы древние. И поэтому мы имеем право на существование. Не думайте, что это только там мы, Кыргыздар, там, нам 3000 лет и так далее. На самом деле вот этим вот темой болеет в принципе каждая нация. Каждая нация хочет доказать, что она древняя. Почти каждая нация. Вот. Именно на этом, по сути, и основывалась наша вот легитимность. Мы имеем право на существование. Почему? Потому что мы древние. Давайте разберем каждый кейс. Мы сейчас прям по каждой стране прям пройдемся и немножко попытаемся ее деконструировать. Кейс Казахстана.
Я считаю, что это самый, наверное, хайповый, самый удачный, самый, знаете, такой в бизнесе такие успешный кейс. Это мое личное мнение, вы можете его оспорить. Я считаю, что это кейс Казахстана. Почему? Понятное дело, в первую очередь, они такие, да, мы там потомки там, казахских ханов, Аблай, Абулхаир, там вот казахское ханство существовало там полтысячелетия, И, конечно же, к Чингисхану грех не подмазаться, потому что, да, у казахов есть род Тюре, вы знаете, да, то есть у них есть вот это вот чингизиды, и только чингизиды на протяжении всего существования казахского ханства имели право на вот это вот княжение, да, грубо говоря. Только чингизиды, кстати. У нас, у кыргызов, у других чингизидов не было. У нас немножко другая схема престола наследия. Вот, с одной стороны, да, грех не эксплуатировать, конечно, вот этот образ такого вот средневекового, кондового, да, казахского хана. Ну, не средневекового, да, но тем не менее. Но в чем отличие? Казахстан одновременно со стрессом, с акцентом на свою древность и традиционализм одновременно сделал акцент на модерность. Почему? Потому что в первую очередь Казахстан начал выстраивать вот этот вот образ такого передового центральноазиатского государства. Мы есть лидеры, мы есть идейные вот эти вот вдохновители центральноазиатского пространства. Именно Казахстан сделал на это стресс. Почему? У них есть видение, вижен государства, который был выстроен еще первым президентом Назарбаевым в 1997 году. Они уже выстроили себе вижен на 2030 год, чтобы вы понимали. Вот этот вот документ, он появился в 2030. Казахстан 2030. У них есть Казахстан 2050 и так далее. У них вот полный план на все вот это вот. Какими мы должны быть, какими мы должны стать и как нас должны видеть все. Небольшое отступление, чтобы вы понимали, да, вы можете это прогуглить, это вот вам домашнее задание. Какую сумму Казахстан потратил на восстановление своего имиджа после выхода фильма «Борат». Вы должны это погуглить, вы должны это посмотреть, потому что когда вышел фильм «Борат», это на самом деле такая боль, да, у казахов на самом деле. Но тем не менее, то, как они на это среагировали, и то, какую сумму они вывели. Я не думаю, что если бы такой фильм вышел про Кыргызстан, мы бы потратили такую сумму. Мы бы, конечно, немножко агрились на это, может быть, даже немножко бы агрились, но тем не менее, какую-то сумму на вот это вот, чтобы, не-не-не, мы не Борат, мы вообще с этим не связаны. Вот с этим у нас, к сожалению, было бы, мне кажется, немножко туго. У казахов немножко другая политика по своему ребрендингу. Теперь посмотрите, да, вот стратегия развития 2030 года, впервые озвученная там Назарбаевым, народом Казахстана в 1997-м. И третьим пунктом стоит экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций, внутренних сбережений, Очень красивые слова, немножко непонятно, но очень красивые слова. Для чего вообще нация себя брендирует? И вообще для чего она потом производит ребрендинг? Для чего? На самом деле очень простой вопрос. Для чего? Зачем это делается? С какой целью? Государство тратит миллионы долларов, да? Для того, чтобы изменить свой образ, свой имидж. Ну, это вы можете, в принципе, проводить параллели с бизнесом, с чем угодно, да? Потому что государство — это бизнес. Вот. Для чего это все делается? Бабки, ребята. В 1991 году, когда развалилось государство под названием Союз Советских Социалистических Республик, нужно было срочно искать инвестиции, нужно было срочно восстанавливать экономику, нужно было срочно, чтобы шли вложения в твои инвестиционные проекты. Но никто, ни французские, ни китайские, ни американские, ни японские, ни корейские инвестиции не потекут в твою страну, если ты нормально себя не брендируешь, если ты ассоциируешься там, прости господи, да, там, с Афганистаном, Пакистаном, вот этими вот темами. Да, против нас немножко играет название наших государств, но окей, это не проблема. Все это делалось для того, чтобы текли деньги. И каждая страна пыталась себя в силу своего ума, интеллектуального ума и возможностей, чтобы как можно больше инвесторов для этого привлечь. И Казахстан, на мой взгляд, с этим очень хорошо справился. Почему? Потому что вот какие инвестиции потекли в казахскую экономику в 90-х и какие инвестиции пошли в кыргызскую экономику, в узбекскую, в таджикскую и так далее, это нельзя сравнивать на самом деле. Это вот, на мой взгляд, самый удачный кейс. Следующий кейс. Кейс Туркменистана номинируется на самый лучший, почти, но с очень плохим исполнением.
Он мог бы стать лучшим, на самом деле. У него такое вообще, так интересно они все в себя выстроили в глазах международного сообщества. Но, не знаю, были ли вы в Туркменистане, но в Туркменистане на главной вот их площади не стоит конный памятник, если что. У них не стоит конный памятник. У нас стоит конный памятник обязательно, какой-то вот мужчина патриархальный. У узбеков стоит, у казахов тоже там на площади стоят. У Туркмении нет, у Туркменистана таких выводов нет. Почему? Потому что мне очень интересно вот насчет первого президента Туркменистана, как он вообще вот до этого додумался. Это очень интересная, кстати, политика. Потому что в 1995 году резолюции ООН, очень интересно, это первый вообще кейс в мире, когда резолюции ООН государству даруется статус постоянного нейтралитета. Это очень интересно. Что значит вообще постоянный нейтралитет? Это означает, что государство не вмешивается ни в какие военно-политические блоки. Вообще. Оно нигде не участвует. Туркменистан даже не является частью СНГ, чтобы вы знали. Тем более там ОДКБ, вот это, он такой, не-не-не, ребят, я ни с кем не дружу, но и ни с кем не воюю. Я вот сам по себе, если нужна моя помощь, пожалуйста, обращайтесь. Вот. То есть это его на самом деле позиция. И Туркменистан на самом деле в первое время очень хорошо себя позиционировал. В 90-х еще окей. Если вы поговорите, не знаю, есть ли у вас там друзья туркмены и так далее, то, как они позиционируют именно Туркменистан времен Сапармурата Ниязова, бесплатный газ, бесплатная нефть, бесплатное социальное обеспечение, вот это вот все, на самом деле все было вроде бы классно. Но это все, почему я говорю, что Туркменистан, он такой, вроде бы классный самый кейс, но с провалом. Потому что это все подпортил культ первого президента. Сапармурата Ниязова. Этот человек там поставил себе там золотой памятник на главной площади, там золото 99-й пробы, там вот это вот все. Это очень сильно на самом деле. Каким бы ты себя не позиционировал демократичным, если международное сообщество видит тебя диктатором, то, извини меня, в твою экономику пойдут не так много денег. Это вот на самом деле факт. Культ личности, понятное дело, Сапармурата Ниязова. Я на самом деле очень хотел сюда вам принести книгу вот эту вот «Рухнама». Это книга, которую изучают в школе, чуть ли не с 1 класса, которую написал президент. И там вот про отношение к матери, к отцу, о том, какой там президент святой и так далее. Ну, окей, ладно. Чем бы дитя не тешилось, да, лишь бы не плакало. Но, да. Рухнама. Пожалуйста, не читайте ее. Мне ее подарили, но я ее не читал. Она дома где-то пылится, я не смог найти. Да, это вот прям государственная идея. С одной стороны, они вроде бы справились, построили свою государственную идеологию, где вот отец это... Президент это отец, это строитель нации. Вот вроде бы все идеально. Но нет. Потому что в конце концов это все ввалилось, вот этот вот культ личности и отсутствие демократических выборов и так далее. Да, к сожалению. Это вот номинант. И, естественно, да, сельджукское наследие. Я не буду вдаваться, кто такие сельджуки. Это древняя средневековая тюркская династия, которая существовала на территории вот этого Туркменистана. И, естественно, они эксплуатируют этот образ. Такие, мы там потомки сельджуков, мы древние, поэтому... Опять же, да, вот этот вот нарратив. Мы древние, поэтому мы имеем право на существование. Туркменистан, очень интересно, это самый антироссийский кейс на территории всей Центральной Азии. Более антироссийской позиции именно в историографии центральноазиатских государств вы не найдете. Потому что официальный Ашхабад официально в своем заявлении еще в 1994, по-моему, году признал, что все советское наследие... Как они сказали? Советский период является самым депрессивным периодом в истории туркменского народа. Вот это прям официальное заявление, понимаете? Это люди просто отрекаются от своего прошлого советского и там русского колониального. Они такие, не-не-не, ребят, мы тогда просто вот, нас вообще тогда не вписывайте в это. Мы новая нация, которая вот, мы идем вперед. Центральным событием вообще, на самом деле, ребят, государство, чтобы существовать, должно создавать мифы. Мифы о своем существовании, мифы о том, какие они древние, мифы о том, какие они сильные, мифы о том, какие они там могущественные и так далее. Государство не может существовать без мифов. Это факт. Мы даже сейчас живем своими мифами. Мы немножко поговорим позже о том, что у нас вот в голове очень много вроде бы таких непреложных истин,
Но если ты начнешь их деконструировать, ты такой, да блин, это фигня какая-то на самом деле, понимаете? Если ты начнешь немножко над этим рефлексировать. У туркмен тоже есть вот этот вот образ о битве при Гоктепе. Битва при Гоктепе — это когда Скобелевская армия взяла штурмом крепость Гоктепе, 12 тысяч солдат там вырезали, короче, очень кровавое событие в истории именно в туркменской истории. Тыкинцы, да, тогда вот участвовали. И это событие они сделали именно центральным своей истории. То есть вот на вот этой трагедии наша нация, грубо говоря, выросла. На самом деле у каждого народа есть свои трагедии, на которых они пытаются расти. У американцев немножко другой кейс, потому что Америка на протяжении всего вот этого модерного периода существовала как именно в таком в имперском формате, но у них тоже вот эти вот отцы-основатели, они на этом любят именно проецировать этот миф и так далее. Кейс Узбекистана в последнее время показывает, что вот этот кейс, он вроде бы как бы нагоняет казахский именно по своей успешности. Именно кейс Узбекистана. Почему? Во-первых, да, естественно, у них на главных площадях, естественно, стоит Амир Тимур, великий средневековый завоеватель, которого там узбеки считают там своим там и так далее. Но если бы Амира Тимура в 14 веке назвали узбеком, я более чем уверен, что этого человека бы казнили просто. Почему? Потому что Амир Тимур никогда себя узбеком не считал. Узбеками считали именно вот эти вот кочевые племена, которые там пришли к ним с казахских степей, нынешних казахских степей. Вот. Какую ставку сделали узбеки? Какую ставку они сделали? Посмотрите. В 1997 году они объявляют 2000-летие города Хивы, там, 2500-летие Бухары, там, в 2002 году 2500 лет Термезу, там, в 2006 году 2700 лет городу Карши, Самарканду 2750 лет, Маргелану 2000 лет, 2007, 2006, 2002. Именно почему-то на вот эти даты выпадают такие красивые, да, вот циферки. С чем, ну, ничего вам не напоминает? Вам ничего это не напоминает? Когда у нас там начинается 1000 лет Манас, Манасха Мингжилдык, Оштун там Еки Мингжилдык, вот это вот, ой, здрасте. Вы же были у меня уже. Повторение мать учения, да? Окей. Это все на самом деле чисто центральноазиатская вот эта вот тема, когда мы такие, все, у нас каждый город, и теперь ему будет 3000 лет. И мы все такие древние, и мы тут живем уже 3000 лет, и это наш город. Короче. Понимаете? Это вот именно делать акцент на то, что древность твоя является оправданием твоего существования. И для чего это вообще узбекам нужно было? Через демонстрацию, да, древних культурных ценностей им нужно было показать свое равное положение среди передовых стран Европы и Азии. И у них поэтому началась вот эта вот эксплуатация вот, Ибн Сина, Аль-Бухари, вот этот весь золотой век ислама в Центральной Азии. Узбекистан начал эксплуатировать его полностью в свою сторону. Они наши узбеки, Аль-Хорезми узбек, и Ибн Сина узбек, и все вообще узбеки. Так же, как у нас сейчас, да, там... Атила кыргыз, Анантиги кыргыз, и вот это вот все. Приходит нация, чтобы выжить, именно в идейном таком культурном плане, она пытается просто все мое, и все, больше ничего. Да? И даже, причем называется здесь споры про бешбармак, да, элементарно. Это одного поля ягодки, то же самое. Люди, которые, запомните одно, люди, которые говорят, что Атилла был кыргызом или Чингисхан был кыргызом, это те же самые люди, которые говорят, что бешбармак это кыргызский. И все, больше ничей. Никто больше не имеет права на бешбармак, и все, это преступление. Если казахи готовят бешбармак, то надо там в тюрьму их сажать, да, грубо говоря. Это тот же самый нарратив. И, естественно, тут есть элемент манипуляции у узбеков, в том смысле, что тимуриды не совсем являлись узбеками. Потому что узбеки, этногенез вообще, то, как наши этносы появлялись, это на самом деле немножко позже, это уже 16-й, там, 15-й, там, нет, 17-18 века. Именно когда этногенез немножко завершался. Этногенез — это путь формирования этноса, то есть группы, культурной группы, которая объединяется там, языком, там, местностью проживания, общей религией и так далее. У нас более-менее это завершилось к веку, может быть, 17-му, 18-му, наш этногенез. В Центральной Азии вообще вот это вот этническое разделение, сейчас оно есть, именно вот прям четкое разделение, именно потому что
свою роль сыграл Советский Союз именно разделением, то, что каждая нация должна жить на своей территории и так далее. И по паспорту тоже там все прописывали. Но в Центральной Азии именно 17, 18 и даже 19 века понятие кыргыз, понятие казак, понятие өзбек были прям вот очень размытые, вот супер размытые. Блин, я бы вам показал цитату, да, этого Тоголоко Молдо, где он говорит, да, мен тюм кыргыз, анан там өзбегим да бар, казагым да бар, то есть он говорит, что я в принципе как бы мы все общие в этом плане. Очень, очень слабое разделение. Вы в курсе же, да, что была такая этническая группа, как сарты? Да. Вот. И по переписи 1911 года или 13 года при этом 300-летие дома Романовых они проводили полную перепись населения, там, этническую принадлежность и так далее. И тогда сартами в Центральной Азии себя назвали примерно 200 тысяч человек. Это была именно этническая группа. Это была именно этническая группа, сарты, но которые говорили на вот этом смеси тюркского, фарси и так далее. И кто-то говорит, что, понятное дело, что у каждой нации, нынешней нации, там, и у узбеков, и у кыргызов в своем составе есть племена сарт. И у казахов они есть, и у кыргызов они есть тоже. Но то, что... Попробуйте себе задать вот этот вопрос. Почему в 1913 году 200 тысяч человек называют себя сартами, когда их спрашивают, а Улутунгим, да? 200 тысяч человек им отвечают на этот вопрос. Почему вдруг, не прошло буквально и нескольких десятилетий, и этой группы нет? Суть в том, что, запомните одно, ребят, в империи выживает только то, что классифицируется. В империи выживает только то, что решили записать. При национальном размежевании с 22 по 24 год именно этноним сарт вдруг в одномоментно исчез. Почему? Потому что создавать государственную единицу под этническую группу, которая говорит вроде бы на узбекском, а вроде бы частично и на фарси, и на казахском, на кыргызском, извиняюсь, да, создавать было невыгодно. У советских именно этнографов термин «сарт» вызывал недоумение. В смысле ты называешь себя сартом, а говоришь на фарси? Или в смысле ты называешь себя сартом, а говоришь на узбекском? Как это вообще возможно? Ты либо узбек, либо таджик, но ты не можешь быть сартом. Это в голове у этнографов не вписывалось. У каждой ведь нации должен быть же свой язык. Вы согласны с тем, что у каждой нации должен быть свой язык? Нет. Нет. У нации может быть и не быть своего языка, и она может оставаться нацией. У швейцарцев нет своего языка, у бельгийцев нет своего языка, у канадцев нет своего языка, но они остаются политической нацией. У советских этнографов это вызывало недоумение. В смысле вы сарты, но у вас нет своего сартского языка, да? Грубо говоря. Поэтому этот этноним «джокко чыгаршкан». То есть нет, ребят, вы либо себя в узбеке записываете, либо давайте вы себя в таджике записываете. И именно на этом разделении произошло именно вот исчезновение такого этнонима в целом. Понимаете? Так, мы немножко к сартам ушли, но я должен был поговорить именно про вот эту вот фигуру Амира Тимура. Для чего вообще выбирается определенная фигура? На самом деле этнографы, историки, все эти академики, они же не просто так выбирают фигуру, которую поставят на центральной площади, верно? Не потому что он красивый там, или какой угодно. Да? Нужно было создавать образ, и Амир Тимур давал вот этот образ. Он давал образ, во-первых, такого маскулинного патриархального узбека, который вот он сейчас вот вам Кузькину мать покажет. С другой стороны, Амир Тимур был фигурой антифарси, антитаджикской. Потому что Амир Тимур постоянно вел войны именно вот с фарсоязычными племенами, и им нужно было вот этот вот образ поднять, что, мы тюрки, и мы будем воевать. При Исламе Каримове, конечно, да, риторика у Узбекистана, да, была немножко такой жестковатой. Это к вопросу о том, почему именно те или иные памятники ставят на наших центральных площадях. Вы, кстати, задумайтесь, почему у нас стоит именно этот памятник, а не другой. В 1996 году, опять же, 660 лет Амиру Тимуру, год Амира Тимура, открытие музея Тимура, открытие вот этих вот десятков памятников Тимуру. Надо было срочно перепрошить нацию, понимаете, срочно перепрошить.
иногда люди задаются вопросом, а зачем убирать памятники? Ну, там у нас происходит, да, там советские там, названия улиц надо поменять, там советские названия районов надо поменять, эти памятники надо убрать. Но вы никогда не задавали себе вопросом, а почему вдруг в какой-то момент советы решили посадить просто 100-500 памятников? Ну, если это ничем, как бы, нету никаких результатов. Это же, ну, это же просто памятник. Почему они вдруг решили так много памятников поставить? Почему? Потому что визуальная культура, она напрямую связана с самоидентификацией, ребят. Напрямую связана. Когда ты вечно, каждый день видишь памятники Ленину, Сталину, Дзержинскому и так далее, хочешь не хочешь, ты станешь homo советикус. В какой-то момент ты, ну, homo советикус, типа человек советский, да? То есть ты начнешь, хочешь не хочешь, ты начнешь себя ассоциировать с этим режимом. Но когда ты каждый день видишь там Амир-Тимур, 660 лет Амир-Тимуру, музей Амир-Тимура, улица Амир-Тимура, проспект Амир-Тимура. Хочешь, не хочешь, ты начнешь, да, наверное, Амир-Тимур был крутой чувак, и вообще надо бы как бы к нему как бы, ну, ассоциировать себя с ним. Хочешь ты этого или нет. И поиск своего золотого века в истории, опора на него в качестве традиции. У каждой страны в Центральной Азии есть вот этот вот мифический золотой век, где все кыргызы когда-то жили счастливо, и мы были самые сильные, и все нам подчинялись и так далее. У узбеков это тоже есть, у таджиков это есть, у туркмен тем более есть, у казахов есть это все. Вот, блин, при Аблайхане, наша вот... И у нас то же самое, да, вот когда-то там 1000 лет назад мы там были огромным государством, и мы классно жили. Хотя, ребят, камон, то, что кыргызский каганат в пик своего существования, да, это было огромное государственное образование, но оно развалилось там через 80 лет, потому что мало населения было. Да, но как бы ассоциировать себя и свое эмоциональное состояние с каким-то мифическим, там, полумифическим, там, средневековым государством тысячелетней давности, ну, это немножко попахивает такой шизофренией, понимаете? Потому что, ну, ассоциировать себя надо непосредственно с тем, что пережил, ну, ты, твои близкие, твои там непосредственные предки, а не какие-то мифические предки, да, там и так далее. То есть с этим именно должен жить современный, мне кажется, человек, именно самовосприятие. Да. У узбеков, да, это вот правление Амира Тимура пришлось на последние века золотого века ислама, его этот внук, да, вы знаете, да, кто его суперзнаменитый внук? Улугбек, да, человек, который открыл там первую обсерваторию в Центральной Азии, ученый, физик, астроном и так далее. Да, то есть вообще классно устроились узбеки, они такие, блин. И переходим, еще нет, мы последний, вот, предпоследний, кейс Таджикистана. В принципе, ничего такого удивительного, но есть одно но. Идея великого Таджикистана, очень болючая для них тема, на самом деле. Исмаил Самани — это средневековый правитель саманидского государства, персидское такое государство, фарси государство, которое существовало на территории вот Центральной Азии. И вот для них золотой век является вот его правление, и они ассоциируют себя с вот этими вот саманидами, там, точики, да, то есть, знаете, да, что значит точики на их языке? Таджи, как на кыргызском таджи, знаете, да, что значит? Корона, да, таджи. Это с персидского тоджи. Тоджики означает, то есть, коронованные, понимаете, да? Те, которые носят корону, вот, носители корон. Вот. С этим у них тоже очень сильное вот это вот мифотворчество, и именно они очень любят ездить на этой теме. Но у них то же самое. Великий человек, патриархальный, во времена которого был золотой век именно таджиков. В принципе, все то же самое. Все то же самое. Единственное, у них есть идея великого Таджикистана. Ребят, запомните, когда какое-то государство начинает использовать слово «великий», значит, с этим государством что-то не то. Значит, что-то вот у них там не идет. Опять же, да, как я уже сказал, в 99-м у них 1100-летие саманидского государства. Блин, все мы такие древние, да, оказывается, все мы имеем право на существование. В 2002 году 2500 лет там город у них там Истаравшан, да, в 2006-2700 лет Кулябу, да, установка памятника Амира Тимура. Естественно, у них тоже было свое переименование, да, пик коммунизма у них был переименован в пик Самани, в 2000 году в Душанбе установлен грандиозный монумент Исмаилу Самани и так далее. Но не в этом суть. У них есть именно... Так, я вперед загоню. Да, вот, именно идея великого Таджикистана, ребят. На самом деле это очень опасная идея. Вы в курсе, да, что у них на главной площади в Душанбе вот этот вот монумент стоит, и на этом монументе стоит карта великого Таджикистана, где Ферганская долина, и Самарканд, и Бухара являются в их составе, если что. То есть это такие
такие аккуратненько так людям дать понять, что ну, мы были бы не против как бы, присоединить эти города к нам, когда у нас будет возможность, да, какая-нибудь в далекой перспективе. Но это на самом деле плохо. Это плохо, когда у какого-то государства начинаются поползновения в сторону, как бы у соседа что-нибудь, может быть, забрать. Это на самом деле очень сильно плохо. Земли у нас всегда, везде и достаточно. Именно про неудовлетворенность таджикских элит итогами национального размежевания 20-х годов. В 20-х годах, вы знаете, да, произошло то, что вот Кыргызстан стал вот таким, Узбекистан стал вот таким. То есть каждая произошла, по сути, это была битва элит. Самая, битва не в прямом, конечно, смысле, но вот умственная битва элит. Самая мощная элита была у казахов. Да, казахи даже, если что, претендовали на Ташкент. Они хотели, чтобы Ташкент был в составе Казахстана, если что. Вот. Но там немножко разрулили этот момент. Но у узбеков на втором месте, у них тоже была очень такая сильная элита. Ташкент считался вообще центром вот этого вот имперского образования. Ташкент являлся центром управления Средней Азии, Центральной Азии. Тоже, да. Кыргызы в этой битве, они вот... Мы об этом немножко чуть попозже поговорим, но то, что у нас появилось вообще какое-то национальное вот это вот образование, где у нас есть свой президент, там премьер-министр, армия, налогообложение, у нас есть все признаки государства, и мы получили суверенитет. На самом деле это то, что произошло в 22-24 годах, это просто люди решили существование государства на столетия вперед такие. Они такие, не-не-не, мы не будем в составе узбеков, не-не-не, мы не будем в составе казахов, мы не будем там какой-то автономии внутри, нет, мы будем отдельно. И они этого добились на самом деле. Конечно, впоследствии там с ними нехорошо обошлись, но тем не менее. Создание травмы по потере исконно таджикских городов Бухары и Самарканда. Если вы полетите в в Таджикистан, обязательно вы услышите, что все в Бухаре говорят на таджикском, все в Самарканде говорят на таджикском, и вообще это были таджикские города и так далее. Ну, камон, да, круто, да, все говорят на таджикском, и что, да, и что? Сейчас мы живем в 2025 году, и мы должны работать с тем, что мы вот имеем, да. И вот эта вот ностальгия о том, что когда-то вот этот город был наш, очень опасно, очень опасно. И тем более в рамках существования наших государств. Мы очень тесно друг с другом связаны, очень тесно друг с другом связаны. И у нас, к сожалению, вот это вот, мы такие... Нас очень легко обидеть. Вы не замечали никогда? Нас очень легко обидеть, нас очень легко вот что-то не то скажешь, все, блин. На самом деле, на мой взгляд, если государство решает устроить себе ребрендинг, и государство решает, что государству нужны инвестиции, и вообще иностранные туристы и иностранный бизнес было бы круто, то именно формат постоянного вот этого вот негатива и постоянного вот этого вот быть обидчивым на что-то, мне кажется, нам нужно немножко понизить градус в этом плане. Потому что очень много иностранных компаний, которые вот на такую тему очень остро реагируют. Они такие, блин, лучше мы вообще ничего не будем делать, чем, не дай бог, кого-нибудь мы обидим. Да? Окей, мы об этом еще поговорим. Я чувствую, что у нас здесь прям конфликт интересов происходит. Это хорошо. И, естественно, наш кейс Кыргызстана, да? В 1995-м, вы сами знаете, тысячелетие эпоса Манас, потом в 1996 году Манас-Ордо у нас открыли, в 2003 году у нас празднование 2200-летия нашей кыргызской государственности. Тоже, опять, на самом деле, та же картина. Мы, на самом деле, очень хорошо копировали друг у друга, у узбеков, у таджиков, кто-то у нас и так далее. Но, опять же, кейс, в принципе, тот же самый. У нас тоже президент любил писать книги, «Кыргызская государственность и народный эпос Манас», но, к счастью, нам эту книгу никто не насаждал, я ее, слава богу, не читал. Если вы хотите почитать, почитайте, от этого я вас не отговариваю, хорошо. Но здесь идея, в принципе, та же самая. Когда-то, тысячи лет назад у нас существовал каганат, и вот мы, претерпевая все невзгоды исторического процесса, и вот мы сейчас, вот, новые ребрендированные кыргызы, да, грубо говоря. Вот. И, естественно, там, опять же, про традицию, про уважение к старшим, о том, как мы там превозмогаем себя. Интересное, наверное, чтиво, но как бы по аннотации как бы все понятно. И, естественно, я про именно бренд. Очень интересно, что на главной площади у нас стоит Манас. Потому что Манас не историческая фигура. Или вы считаете ее исторической фигурой?
Мифическая, литературная, народно-литературная, фольклорная фигура. Да, это очень интересно. Ребят, если вы со мной не согласны, говорите. Если вы считаете, что Манас был, можете это сказать. Окей, мы выбрали такую фигуру для того, чтобы она стояла на главной площади, но на самом деле у нас просто не хватило денег для нормального брендинга, если так вот посмотреть. Почему? Потому что Манас и все его заповеди, и монасоведение, и вот это вот весь процесс, он должен был быть более адаптирован для нашей аудитории. Это вот сейчас вы можете почитать, да, гармония с природой. На самом деле я учился, вот начал ходить в школу именно в то время, когда был пик вот этого вот Манас, вот это вот Джейтео Суяты и так далее, да, но я не помню Джейтео Суятын. У нас в школе не проводилась вот эта работа. Это на самом деле был чисто ахаевский проект по вот внедрению вот этого вот Манаса как центральной фигуры. Почему? Потому что когда после революции 2005 года, когда Асхар Акаев бежал в Москву, вся вот эта вот риторика с Манасом, она резко потеряла вот эту вот свою былую силу. После 2005 года она уже идет не так структурированно и не так сильно, как при Акаеве. Это был чисто акаевский проект. И на самом деле эту тему можно... На самом деле это классно. Как один наш слушатель говорил, блин, по Манасу можно снимать такое классное аниме, да? На самом деле. Можно классное аниме снимать, там такие сцены, такие баталии, такие повороты сюжета, да, там много чего можно сделать, да? Но, к сожалению, этого не произошло. У нас, во-первых, да, в 90-х было не до аниме, конечно, нашему народу, да, но, опять же, да, как бы можно было что-то сделать. И до сих пор не поздно. Я не призываю к тому, чтобы вот, Манас, зачем, нет. Если мы выбрали, окей, мы можем эксплуатировать этот образ, но мы можем эксплуатировать его в более удобоваримом формате. То, что нам в школе вот так вот просто на главной, вот ты заходишь в школу, и обязательно вот эта вот доска, здесь флаг, здесь герб, и вот здесь вот черным по белому написаны каждые 7 заповедей, и как бы, ну, камон, да, никто с интересом не подойдет и не будет это читать, давайте быть откровенными. То, что сейчас даже у нас идет более-менее вот это вот смещение акцента на Джусупа Абдрахманова и 5 в целом отцов-основателей, в школах, опять же, это подается с вот этой вот советской позиции, что давайте мы распечатаем скучный черно-белый портрет и внизу скучным этим черно-белым шрифтом напишем, кто они были. Да? Ну, да, написано с Википедии, там некоторые слова даже снизу. Знаете, когда с Википедии копипаст делаешь, и там снизу вот так вот подчеркивается. Вот точно так же, блин, люди... К сожалению, да, к сожалению. Но, опять же, если не сравнивать себя с другими странами, да, окей. Но то, что сейчас молодое поколение, даже в том же самом Бишкеке, возьмите Бишкек, да, столичные школы, вроде бы все должно быть классно. Но когда ты спрашиваешь у выпускников, не у 7-го, не у 5-го, не у 6-го класса, ты спрашиваешь у абитуриента, 11 класс, ну, давай, расскажи вообще вот именно по истории, что вообще, ну, окей. Человеку нечего сказать, к сожалению. Нечего сказать. Это говорит о том, что государство не репрезентирует себя. Государство должно презентовать свои мифы на самом деле. Оно должно и очень красиво должно репрезентовать. Не так, что ты просто черно-белый портрет повесил, такие, все, любуйтесь. Нет, это должно быть очень красиво, это должно быть очень аппетитно, извините меня, сексуально, да? Это должно быть привлекательно. Чтобы фильмы, которые выпускает Кыргызфильм, хотелось смотреть. И хотелось шериться ими. Чтобы скульптуры, которые ставят там на площади, их хотелось фотографировать. Чтобы фотографии, там, вот эти вот все уроки, Манастану и так далее, чтобы их хотелось слушать. От этого, по сути... На самом деле же бренд должен же быть сексуальный, по сути. На то же он и бренд. Он должен привлекать к себе внимание. Это цель бренда, а не в том, что он просто есть. Окей. И мы немножко вот входим в такую вот... корень, наверное, нашей лекции. Что такое вообще folk-history и в чем ее подвох? Folk-history. В Кыргызстане это может быть проблемой сейчас. Сейчас это окей. Но в целом мы должны понимать, чем это чревато и чего от нас хотят именно те люди, которые вот пытаются насадить вот это вот видение, да, того, как они видят вот это вот все. Сейчас я вам расскажу. Folk history. Ребят, история как наука, она базируется исключительно на документах, по сути. Это история равно документ, поэтому история — это, по сути, точная наука. Ты не можешь вписать в свою научную диссертацию то, что ты услышал от бабки.
Если даже ты услышал что-то от бабки, это должно быть как-то документально подтверждено. Вот. Folk history, в отличие от нормальной, получается, вот именно истории как науки, базируется на мифах, на эпосах, на легендах, сказаниях, преданиях, народном фольклоре, рассказах там, и мотивах, вот этом вот всем. Это называется folk history. То, что это непосредственно связано с тем, чем мы сейчас попозже с вами поговорим. Знаете, да, какой самый яркий пример folk history? Самый невинный и самый яркий пример folk history в нашей вообще истории. Ну, да, истории. Ну да, вот именно в нашей вот истории, литературе, культуре. Какой самый яркий такой, и даже самый невинный, я бы сказал, пример folk history? Вы все его знаете, на самом деле. Вы его все знаете. Вы его еще со школы знаете. Нет, Алдаркус — это казахская тема. А? Да, это мать олениха, ребят. Это вот чистый folk history. Мы когда-то жили там у реки, там Енисей, да, Енисай, и враги нас перебили, и двое, там девочка и мальчик на спине у матери оленихи перекочевали в Натяньшань. Это самый классный, самый невинный, самый яркий пример folk history. Но у folk history есть еще свои трэшовые варианты, знаете, когда вот темная сторона folk history, именно кыргызской folk history. Так. На самом деле это связано с тем, что... Так, окей, сейчас с вами... Это связано с вот этой темой. Это один из примеров того, как folk history может навредить двум национальностям, навредить двум странам. Folk history на самом деле это очень невинная вещь. На самом деле, очень невинная вещь. Что плохого в том, что да, мы на оленихе, да, двое, мальчик и девочка, да, и вот мы здесь. Что в этом плохого? Но на самом деле, если мы что-то используем радикально, то и методы будут радикальные. То, что произошло вот совсем недавно с... Вот, господи, как этого человека звали? Да, с Хайратом Примбердиевым. Да, то есть то, что... На самом деле, ребят, то, что Хайрат Примбердиев сказал вот, о там, Кенесары и так далее, на самом деле это же вообще не... И последующая реакция на его слова, это же по сути не про Кенесары. Там вообще Кенесары и Ормон-хан, это не про них вообще. Он сказал про них, он там попросил там что-то прощения, вот это вот все. Окей, это понятно. Человек, окей. И потом вот эта вот ответная реакция масса, то, блин, как-то... На самом деле это же из той же колоды. Это же из той же колоды, что про собачку в колпаке. Понимаете? Мы очень бурно среагировали не на сам факт того, что он сказал про Кенесары и Ормон-хана. Мы очень бурно среагировали на сам факт того, что он оспаривает наше величие. Понимаете? В этом суть. Дело вообще не в Кенесары. Здесь вообще, кто такой Кенесары? Это, камон. И почему на самом деле этот спор тупиковый? Он нам не нужен. Почему? Потому что, во-первых, это фигуры феодального порядка. Очень плохо на самом деле, что в Казахстане Кенесары ставят национальным героем. Это плохо. Национальным именно героем. Потому что это феодальные фигуры, донациональные фигуры. Кенесары хан, чтобы вы понимали, казнил своих султанов, казнил казахских султанов из казахских племен, которые не присягали ему в верности, чтобы вы понимали. Он казнил казахских султанов, которые принимали русское подданство. Это национальное движение или не национальное движение? Это не национальное движение. Национальное движение — это когда ты видишь нацию одним целым. Но у него были мои вроде бы, да, мои подчиняющиеся мне султаны там, и кто угодно. И у него были чужие, которые подчиняются там, кому угодно. Это первое. У Ормон-хана такая же тема была, если это фигура одного поля ягодки. Родоплеменное мышление. Не национальное. Национальное мышление — это выборы, это республика. Республика, чтобы вы понимали, это с латинского «республика», да, общее дело, когда вся нация участвует в государственном управлении. Родоплеменное мышление — это только мой род имеет право на престолонаследие и приближенные ко мне роды. Понимаете, это не национальное мышление. Силовое решение конфликтов, нам оно вообще не нужно. Вот это вот восхваление того, что можно силой решить какой-то конфликт, это нехорошо. И у обоих была не самая удачная кончина. Вот вообще не самая удачная. Кенесары обезглавили, и голову... Что это было?
Вам больно стало? Да, Кенесары обезглавили и отправили голову в красивом сундучке этому, господи, губернатору, генерал-губернатору Западной Сибири Горчакову, по-моему, да, в качестве подарка, да, можно так сказать. Вы, кстати, знаете, да, почему голову его передали сибирскому генерал-губернатору? Потому что на тот момент в Вернинской тюрьме у Ормон-хан не участвовал в конфликте с Кенесары, чтобы вы понимали, он не участвовал в этом конфликте. Он не стоял там, о, мои воины, давайте там вперед там, в битву. Ормон-хана там не было. Ормон-хан сидел у себя в Хочхоре, в своей ставке. Этими войсками тогда командовал этот Джантай. Джантай, отец Шабдан-Батыра. Он командовал вообще всей этой операцией. Поэтому там все претензии не к Ормон-хану вообще. Но, тем не менее, близкий соратник Ормон-хана, Батыр, господи, Төрөгелди Батыр содержался в Вернинской тюрьме. Да, в русской тюрьме он содержался, приближенный Ормон-хана за то, что он постоянно там конфликтовал с русскими. И он содержался там в тюрьме, и ему его советники Ормон-хана посоветовали: слушай, ты же этого, Кенесары же убил, ну как бы он же казнен, ты голову-то его там, русскому генерал-губернатору отдай, может, и попроси, чтобы твоего друга выпустили из тюрьмы. Как бы такой договор вообще изначально был. Это был не договор о том, что вот мы там вам голову, а вы нас принимаете в свое подданство там, и так далее. Это не об этом вообще было. Ормон-хан в первую очередь своего этого военачальника хотел из тюрьмы выпустить, на самом деле, вот этим вот договором. И да, Кенесары убили, отрезали голову, и у Ормон-хана тоже была не самая удачная кончина, вы в курсе, да? Ормон-хана убили свои же кыргызы, получается. Он, Сарыбагыш, находился в конфронтации. После того, как закончилась вот эта кыргызско-казахская война, племя Бугу начало выходить из повиновения Ормон-хану, и Ормон-хану это очень сильно не понравилось. И он начал с Бугу постоянно искать повода к войне. Эта война случилась, и в одном из боестолкновений Ормон-хана взяли в плен. И в плену его вроде бы содержали как почетного военнопленного, но вдруг его увидел его давний знакомый, да, скажем так, френеми, Балбай-батыр. Балбай-батыр — это человек, которому Ормон-хан, по-моему, много лет назад отрезал уши за то, что он хотел украсть невесту из Сарыбагыша. И он такой: о, привет. И проткнул его насквозь, да, копьем, получается. Так вот, оба они не самым удачным образом кончили свою жизнь, к сожалению. И как бы держать их как национальных героев немножко так. Сейчас мы с вами поговорим о реальных национальных. Если вы хотите узнать именно вот о фолк... Так, у нас дальше что? Вообще, чтобы вот узнать изнанку вот этой вот фолк-хистори вообще, изнанку именно, потому что фолк-хистори, он же разный. Фолк-хистори, который касается вот этой вот кыргызско-казахской войны, он вообще такой богатый, на самом деле, там столько мифов. Послушайте произведение Алы Туткучева «Казахтарға жооп», по-моему, да? Вы слушали, да? Да. После того, как я вам посоветовал? Или до? Послушайте его, и вот вы это прям настоящий фолк-хистори. Там и вот это вот описание того, как кыргызы жили счастливо и красиво при своем золотом веке. Он показывает на самом деле там все вроде бы нормально, но вот этот нарратив «казахтар кыргыздан тараган», на самом деле это нехорошо. Вот этот вот нарратив, он ложный. Почему? На самом деле ложный. «Казахтар кыргыздан тараган эмес». Я это вот со всей уверенностью вам заявляю. Казахтар кыргыздан тараган эмес. Казахтар бул башка улут. Их этногенез полностью отличается от нашего этногенеза. Естественно, наши приграничные вот эти вот казах-кыргыздар между собой смешаны, понятно. Но те казахи, которые жили в западных регионах, северных регионах, восточных регионах, у них этногенез абсолютно разный. Они вообще, у них там такое смешение страшное, что говорить о том, что вот казахтар кыргыздан тараган, это на самом деле нехорошо. Это чистый колониальный нарратив от нашего лица. Что означает фраза «казахтар кыргыздан тараган»? Это означает, что казахи не имеют права на существование как нация. На самом деле это таится под вот этой фразой. Это таится. Вы не имеете права. Это то же самое, когда русские нам говорят «силердин мамлекетиңерди силерге Ленин куруп берген». Сталин куруп берген. Это то же самое на самом деле. По сути, когда
русские говорят, ваше государство, да, ваше государство вам Ленин подарил. Это говорит на самом деле не о том, что Ленин подарил, это говорит о том, что вы не имеете права на существование. Мы надо будет слерды, там, что угодно с вами сделаем. Понимаете? Это вот этот вот нарратив. Вы не имеете права на существование. Именно про folk history, да? То, что мы говорим. Споры о конфликте не отвечают национальным интересам Кыргызстана и Республики Казахстан. Это вообще нам сейчас какие-либо терки между казахами и кыргызами вообще никому не нужно. Это не надо нам. Создавать образ вот это вот в идее, да, образ врага нам не надо никому. Наши, по сути, соседи, мы так тесно друг к другу живем, что вообще нам по-хорошему надо денно и ночно нашим акынам нужно петь о международной дружбе, вот это вот. На самом деле вот эту вот политику мы должны проводить. Это конфликт до национальной эпохи. У кыргызов именно национальная эпоха, пик ее приходится на именно Джусупа Абдрахманова, Ишенала Арабаева, Касыма Тыныстанова и так далее. Это именно вот этот пик, когда люди решили, создаем государство. До этого это все родоплеменные темы, ребят. Постоянные родоплеменные темы. Поэтому удаленность конфликта в событийном масштабе. Суперудаленность. Мне, честно говоря, не совсем понятно, когда человек очень остро реагирует на вот эти вот темы. Почему? Потому что нас разделяет советская эпоха, нас разделяет русская колонизация. И только потом, то есть это сколько лет? Почти 200 лет прошло с этого конфликта. И сейчас на серьезных щах говорить о том, что вот, оказывается, вы нашего хана убили, или вы нашего хана убили. Ну, такое себе, да, 200 лет вас разделяет, да, это твой брат, это твоя мама, кто это вообще, да? Это человек, которому на самом деле было все равно бы на тебя, да, просто потому что ты из другого племени, да? Окей. У вас есть вопросы, ребят? Я что-то иду. Есть? Это вот к чему относится? К folk-history, да? Вот этот слайд. Да, именно folk history, я имею в виду, послушайте Аллу Туткучева в том смысле, что там именно вот этот вот нарратив о том, что во время вот этого произведения человек открыто использует folk history. Folk history в том смысле казахтар Кыргыздан тараган. Это folk history. Понимаете? А почему вот вы отнесли вот этих двух личностей, Орнухана и Кенесары, они же существовали? Они существовали, но вокруг их конфликта создано много мифов. Вокруг именно их конфликтов. У казахов folk history это то, что как они говорят, вы выманили нашего хана к себе, якобы для переговоров. Анан чай ичип аткан учурунда вы отрубили ему голову. Это folk history, потому что это не так. Это то, о чем поют акыны, что вот якобы вот наша национальная травма, вы нашего последнего хана убили. На самом деле это же не так, если вот чисто по историческим данным пройтись. То есть это был открытый конфликт, военный конфликт, во время которого казахский хан потерпел поражение, да, и впоследствии его казнили. Но именно folk history с казахской стороны это то, что вы убили нашего последнего хана, и это наша трагедия. И вы убили его не просто так, не во время битвы, а вы убили его, там, позвав его в юрту, якобы пить чай. Это folk history, это не так. Это то, что вот акынами вот недобросовестными распространяется. С нашей стороны folk history это вот насаждение образа, что казахи — это неполноценная нация, это неполноценный народ. Хотя это не так. Не существует неполноценных народов. Это что-то из Mein Kampf, что-то из гитлеровской риторики, неполноценный народ, да, к сожалению. Вот. Я не говорю, что мы должны отрекаться от folk history, да, без четко кагалбаюс. Это часть нашей истории. Но моя основная мысль, то, что folk history очень легко поддается манипуляциям. Очень легко. Когда тебе на бумаге написано, что в таком-то году вот это было под таким-то предлогом, это еще понятно. Но когда сизать тот пайс, вот oral history, да, устная история, да, устную историю авторитетность все равно, понятное дело, ниже будет. Если невооруженным взглядом посмотреть, у нее авторитет ниже. Это больше, наверное, anthropology field, да, больше в этом смысле. Но баланс мы можем находить элементарно, когда мы и тот дискурс все равно ведем. Это нормально. Просто я это в каком смысле говорю? Я это говорю в том смысле, что folk history может
у нее есть обратная сторона, которая может привести нас и к внутренним, и к внешним конфликтам. Поэтому мы в этом плане должны быть всегда аккуратны. Вот предыдущий слайд. Где он, блин? Вот. Возможные манипуляции, да? Посмотрите. В первую очередь, это игра на национальной гордости и чувство величия. Когда вам какой-то спикер начинает говорить, что вы там, или мы древние, и там, когда вы чувствуете, да, вот это вот древние, гордые, вот, это манипуляция, нехорошо. Потому что, в принципе, каждая нация велика. Каждая нация велика, каждый народ велик, каждый народ по-своему древний, каждый народ по-своему ценен. Первое. Второе – это компенсация. Компенсация в том смысле, что вот эти вот нарративы folk-history, они очень сильно увеличиваются во время экономических кризисов. Во время экономических кризисов увеличивается накал вот этого folk-history о том, какие мы древние. В 90-х годах это было прям явно выражено во время вот этих вот айтыши и акынских выступлений и так далее. Третье – создание образа Золотого века. В принципе, с этим окей, может быть, но и здесь возможны манипуляции в том смысле, что во время Золотого века вот эти города принадлежали нам, а сейчас почему-то нам не принадлежат. Вот. Folk history как hate speech может быть использовано, потому что вы со мной согласны в том смысле, что атыңызды ұмытып қалдым. Айсалқын. То, что у Аллы Туткучева в конце вот этой вот речи, в конце его выступления, бираз hate speech бар. Да. Обязательно послушайте. Казах акындарына жооп называется. Ответ казахским акынам, если вам интересно. И то есть там наш, по сути, народный акын, если провести вот прям оценку независимую, человек последние 4 минуты использует прям hate speech. Башында жақсы баштайды. Он такой, казах, кыргыз, бир туган, потом мы такие классные, мы такие родные друг другу. И в конце он такой, сілер кыргыздан тарағансыңар, короче, вы вообще не имеете права на существование, там, орыстың картасын қарасаңар, сілер барыңар, кыргыз деп жазылғансыңар, короче. Вот такой вот нарратив, да? Ты такой, блин, камон, чувак. Типа, ты на хейт отвечаешь хейтом, да, в какой-то степени. Когда на хейт отвечаешь хейтом, это не сильно работает, это только увеличивает, x2 делает вот это вот. И самая главная проблема folk history, именно проблема, если вот ею манипулировать, самая главная проблема – это отход от актуальных проблем памяти и идентичности. Самая главная проблема. Почему? Потому что мы только сейчас вот с некоторыми моими слушателями приехали с вот, тура Атабиит. Мы только что приехали. И на самом деле, когда ты находишься на Атабиите, в Атабиите, ты понимаешь, что проблемы памяти, они таятся не в том, что произошло 1000 лет назад. Они таятся не в том, что произошло 200-300 лет назад. Они таятся в том, что произошло, по сути, вот недавно. Недавно произошло. 38-й год. Или 16-й год, чуть ранее. Да? Или 40-й год. 40-е, 50-е тоже были репрессии. Да? На самом деле, наша память, мы ее должны воссоздавать не с самых древних. Потому что ты не можешь понять самое древнее, не поняв то, что произошло здесь. Это невозможно. И вот эти вот манипуляции folk history о том, какие мы древние, и вообще все нам подчинялись, и вообще давайте вот мы такие вот, это немножко смещает фокус с того, что на самом деле сейчас актуально. На самом деле то, что вот мы сейчас с вами проживаем в голове, многие вот эти вот нарративы, да, кыргыздар, жалкоус, кыргыздар горалбайус переберюсти, кыргызы ленивые, кыргызы... Какие мы еще? Кто напомнит? Мы опаздываем, да. Что еще? Какие мы еще нехорошие? Горалбайус, вот это вот все. Да, кыргызчылык, да, человек опаздывает и так далее. Вот это все кыргызчылык. Да, те, которые говорят на кыргызском, это мамбеты, это мырки. Это люди, да, эти люди не должны вообще как бы появляться в информационном поле, это что-то отсталое. Это же на самом деле все идет последних 70 лет. Последние последние вот 70-80 лет. Это оттуда идет. Да, то, что вот эти вот все нарративы, кыргызчылык жаман, кыргыздар там отсталые и так далее, это все идет с последних, грубо говоря, 100 лет. Последние 100 лет. Это вот оттуда идет. Политика русификации, политика подавления национальной культуры, вот это вот все именно оттуда идет. И чтобы решить наши внутренние вот эти вот проблемы, кыргыздар, кыргызы, на самом деле мы очень травмированный народ. Именно в историческом вот этом вот контексте
у нас просто травмы очень сильные. Почему? Потому что, во-первых, это был Юркун, когда своих дочерей, да, продавали за, за мешок этого толкана, за мешок зерна, получается, своих дочерей продавали, чтобы, ну, в жены, чтобы прокормить свою семью, когда они бежали через вот эти вот перевалы, и 40% населения примерно тогда было истреблено, да, или погибли по пути и впоследствии исчезли. И это свой отпечаток оставило на именно уровне, блин, у нас так мало времени, уровень нации, именно как качество очень сильно упало, потому что очень много людей погибло. Дальше 38-й год, вообще 30-й, да, 38-й год, когда просто, вы знаете, да, 40 тысяч людей было репрессировано только в Кыргызстане. 40 тысяч людей было репрессировано. Наша с вами, наверное, задача в первую очередь хотя бы начинать какой-то диалог. Хотя бы начинать какой-то диалог. Говорить об Юркуне было нельзя до определенного момента нашей истории, да? Но сейчас, по крайней мере, есть вот эти вот подвижки, когда мы можем создавать какие-то свои площадки, говорить о... С репрессиями сложнее, чем с Юркуном, но, тем не менее, об этом тоже нужно говорить. Нужно посещать, говорить, читать, рассказывать и так далее. Наша с вами главная задача не уходить вот это вот oral или там documentary, да, вот это вот все, но наша с вами главная задача говорить элементарно об этом и сравнивать. Потом, я понимаю, у нас очень много наших тайнешек, пратайнешек и так далее, которые много чего могут нам об этом рассказать. Наша задача ошон угуалып хотя бы что-то для себя оставить. Да? Моя бабушка тоже об Юркуне много чего говорила. Да? Моя бабушка. Она говорила еще со слов своего отца, который тогда был молдо в кыргызском селе. Да? То есть очень много рассказов. Вообще, мы должны вести экологичную дискуссию. Мы должны вести экологичную дискуссию без хейт-спича, без ненавидения друг друга и так далее. Мы должны выводить наши, как минимум, казахско-кыргызско-узбекские вот эти вот дискуссии в очень экологичное русло дискуссии, именно разговора друг с другом. Это, естественно, использование исторической грамотности. Мы должны посещать там, в университете и так далее, все что угодно, все, что нам дает какую-то информацию, мы должны их посещать. Публичные дебаты тоже должны устраиваться. Это, наоборот, классно, когда публичные дебаты устраиваются. Третье, тематические выставки. Было бы классно, посвященные определенным моментам нашей истории. Кино должно сниматься. У нас, к сожалению, с кино немножко сложновато. У Айсултан Сеитов, знаете этого режиссера? Человек, этот Скриптониту клипы снимал. Он снял фильм «Каш», но там, опять же, это чуть ли не первый фильм про Голодомор в Казахстане, и он его рассказал, эту вообще историю голода казахского народа, очень так обтекаемо, без вот этих вот радикальных каких-то мыслей и так далее. Но нужно учитывать, что это первый фильм, это нормально, то, что в первый раз говорят обтекаемо. И, естественно, юмор. Мы должны немного расслабиться и понять, что иногда можно и посмеяться, ничего страшного в этом нет. Наоборот, юмор увеличивает жизнь. Да, там. Это вообще у казахов есть классная группа, Аксуек называется. Там постоянно вот эти вот исторические мемы. Обожаю казахов, которые могут посмеяться над Кенесары. Обожаю таких казахов, потому что я такой, блин, братан, классно, что мы с тобой можем легко к этому отнестись. Да? Вот дальше, да, там элементарно какие-то. Ребят, я хотел вам рассказать о том, что такое гражданский национализм и этнический национализм. Это два вида национализма, которые прямо друг другу немножко противоречат. Этнический национализм – это в первую очередь нация должна определяться именно общими характеристиками этническими. Укрепление этнической идентичности, да, скепсис к мультикультурализму, то есть другие культуры не принимаются. Основа языка – это этнос, основа языка. Этнос, язык, религия и традиции – это основа вообще группы. И примеры – это этнический национализм, это у Германии 1930-х годов, у гитлеровской, да, Германии, и турецкий национализм времен Ататюрка, да, это вот именно когда у этих, да. В Турции невозможно было стать, то есть частью нации, не став турком.
не начав говорить по-турецки, не приняв ислам, вот прям надо влиться в это, да? Этнический национализм. Гражданский национализм, он немножко другой, он более такой легкий. Гражданство как основание для принадлежности. У тебя есть паспорт этой страны, ты являешься частью этой страны. Второе, инклюзивность. Вы можете принимать другие культуры к себе. Третье, объединение через общие политические ценности. Свобода, равенство, братство и так далее. Законы и права. То есть, если вы разделяете одинаковые политические ценности, то вы являетесь частью этой нашей огромной группы, огромной семьи. Не через этнос. Ты можешь быть этнически, ты можешь быть хоть кем. Но если ты разделяешь наши ценности, если у тебя есть наш паспорт, если... Плевать, какая у тебя культура. Но если ты разделяешь наши ценности, ты являешься нашей частью. Основные примеры, естественно, это Канада и Франция, именно гражданского национализма. Следующее. Я долго думал насчет именно, какие образы можно прививать поколению и вообще нации для того, чтобы ее немножко объединять в идейном плане. И что нас вообще объединяет? Кыргыздарда или вот у кыргызстанцев. В первую очередь это, скорее всего, героизм и жертвенность. Кыргызы очень любят жертвенность. Кыргызы любят отдавать последнее, там, зарезать последнего барана, вытащить последний кусок хлеба. Это вот прям национальное что-то вот. Второе, гостеприимство, это не оспаривается, поэтому да, надо прям вот все отдать и так далее. Третье, это служение. У нас для служения даже есть отдельный термин, называется кызмат. Вот прям вот люди любят вот это вот кызмат. Четвертое, люди любят, когда вот идет поднятие с низов, когда вот прям вот ты был сиротой, у тебя ничего в руках не было, и вот ты вот дошел до какого-то верха. Это вот прям приветствуется очень сильно. И я считаю, что эти ценности можно очень хорошо связать с фигурами наших отцов-основателей. Отцы-основатели, я считаю, что, наверное, пришло время, когда мы должны представлять, брендировать историю тем, что можно действительно потрогать, что можно действительно увидеть. И отцы-основатели именно эта фигура. Почему? Потому что, во-первых, отцами-основателями их назвали не зря. Потому что в 22-24 годах люди в прямом смысле вели интеллектуальную борьбу с Москвой, с Ташкентом, с Верным за то, чтобы эти границы были нашими границами. Вы знаете, да, что изначально было вот это вот нарратив о том, что Северный Кыргызстан присоединим к Казахстану, Южный Кыргызстан присоединим к Узбекистану. На самом деле, то есть вот так должен был решиться вопрос. Почему у нас было недостаточно людей? Для того, считали, что у нас недостаточно людей. Этнических кыргызов на тот момент было всего там 150 тысяч примерно, 200 тысяч этнических кыргызов. Поэтому такие, да, камон, вас и так очень мало, поэтому давайте вас просто раскидаем по обе стороны. Эти люди сказали, этой политики нет. Ребят, камон, мы будем вести свою собственную политику, нам нужна своя национальная единица. В 23-м году они создают неудачно Кыргызскую горную область, она впоследствии сталинским указом была четке каккан, убрана как националистическая, но буквально в следующем году они добились, что Кыргызская автономная область в составе России, в составе РСФСР. Они не хотели входить в состав Казахстана, они не хотели входить в состав Узбекистана, потому что они понимали, что если, скорее всего, они войдут в их состав, они не смогут выйти. А РСФСР они выбрали, почему? Потому что общих границ нет, можно выйти без проблем. Именно сейчас я думаю, что именно вот эти вот фамилии, о которых мы с вами говорим, да, и которые по большей части являются табу, на самом деле, да, по большей части являются табу, именно из-за того, что они сейчас являются табу, они являются актуальными. О них нельзя говорить в правовом большом международном поле именно с геополитической стороны. Почему? Потому что, это табу в том смысле, конечно, что это все равно идет антисоветская риторика. Антисоветская риторика неприемлема для Москвы сейчас вообще. И никогда не была приемлема. Но, опять же, если мы хотим расти, наверное, в национальном таком плане, именно сознательно, да, как-то, то мы должны этих людей выводить из тени, на мой взгляд. Именно сейчас. Но в целом, как бы. Плюс, что делает этих людей ценными и актуальными, по крайней мере сейчас, это 1938 год. То, что этих людей убили в самом расцвете их молодости. Джусупу Абдрахманову было 35 лет, по-моему, да. 34 года ему было.
Тюрякулу Айтматову было 35 лет, когда его расстреляли. Касыму Тыныстанову даже 40 еще не было. То есть это именно такой расцвет молодости, и людей убили, получается. За их вот эти именно... Их же, по сути, расстреляли же за социал-туранскую партию, создание и участие в социал-туранской партии. Социал-туранская партия, если что, это фальсифицированная, специально типа созданная группировка в умах НКВД, чтобы как-то заклеймить вот этих вот ребят, получается, социал-туранская партия. Они хотели выйти из состава СССР, отчуждение, как они сказали, отчуждение земель Киргизии из состава СССР, короче. Хотя сама Конституция, Ленинская Конституция СССР гарантирует выход советских республик из Советского Союза. Она гарантировала. Но тем не менее, даже по этой, то есть именно за это людей расстреливали, получается. И, на мой взгляд, отцы-основатели, мы, конечно, можем к ним подходить именно с интеллектуальной стороны. Мы можем говорить в контексте деколониальности и так далее. То есть, но нужно еще учитывать еще один момент, что, скорее всего, эти личности являются или будут являться символами деколониализма в Кыргызстане. Могут являться символами деколониализма, если мы отбросим именно вот эту вот интеллектуальную составляющую. То есть люди, которые ратовали за именно большое, независимое, суверенное какое-то государство национального, но были убиты. То есть именно в этом плане, именно поэтому они, по сути, являются символами. Да? К сожалению, мы этот опыт для себя не прожили. Мы не прожили этот опыт для себя. Мы не понимаем до сих пор, как нация, мы не понимаем вообще, что произошло. Почему? Почему я так уверенно говорю, мы не понимаем? Потому что не идет общественная дискуссия. Как только мы сможем с уверенностью сказать, что, мы немножко этот нерв затронули, мы немножко эту травму проработали, мы немножко... Когда мы начнем... Как прорабатывают на самом деле травмы? Вы же знаете, да? У психолога знаете, как травму прорабатывают? Вы просто говорите об этом. Это по сути так. То есть как вы прорабатываете? Вы просто говорите об этом. Если вас, я не знаю, родители били в детстве, вы должны будете рассказывать о том, как вас били в детстве. Чем вас били, когда вас били, как часто вас били и так далее. Вы должны об этом говорить. То же самое, когда мы говорим про травму национальную. Людей убили, мы должны об этом говорить. Кого убили, когда убили, за что убили, чем убили, в какое время убили и так далее. Мы должны об этом говорить. Это вот в контексте того, что мы с Атабииты, да, приехали, вот в этом плане. Это вот основная мысль. Здесь, если что, вы можете сфотать ресурсы, с которых... Это основные ресурсы, с которых я брал информацию. Если вы хотите, можете сфотать. И в конце, так, у нас 10 минут, в конце я вам покажу летом 2002, какие-то, может быть, Я согласен с вами, то, что вы вот говорите, то, что создание Каракыргызской автономной области, это вот колониальный нарратив, согласен с вами. У меня даже был вопрос о том, а почему, типа, мы не берем начало кыргызской государственности годом ранее, Кыргыз-Тоолу областью, да, Кыргызская горная область, которая была ликвидирована Сталином. Почему мы с 24-го, хотя мы в 23-м уже ее объявили, да? Тоже очень интересно. Да? Ваша мысль тоже классная, то, что у нас уже были зачатки государственности, отдельные какие-то ее характеристики, черты и так далее. Можем об этом разговаривать. Но нужно отдать должное действующему президенту и вообще нынешней руководству администрации хотя бы в том, что летом 2024 года, в июле, по-моему, нынешний президент Садыр Джапаров подписал указ об отцах-основателях современной кыргызской государственности. То есть вот 5 человек. У меня на самом деле небольшой вопрос, почему там нету Тыныстанова, почему там нету Тюрякулу Айтматова и так далее. Но тем не менее, можно было, в принципе, этот список увеличить до, там, не знаю, хотя бы до 7, до 10, неважно. Да? Сколько, кстати, отцов-основателей в Америке? Тоже 5 голов, да, на Рашморе? Даже больше. Ну, я не говорю, что именно как в Америке должно быть, да, а именно то, что, можно, в принципе, брать больше, да. Опять колониальный нарратив. Да? Благодарен, ребят. У нас прошло 2,5 часа. Спасибо вам.